Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Резкий поворот в жизни. Давайте посмотрим, что готовит вам судьба. Загадайте, пожалуйста, на себя. На резкий поворот обязательно загадайте. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Резкий поворот. Тут судьба такая, знаете, затейница. Смотрите, вот здесь показано, что какой-то человек вас на руки подхватит в самый сложный момент. Вот когда силы закончатся, когда вот отчаяние горлу подступит, когда вы будете готовы отступить, опустить руки, сдаться, какой-то сильный человек вас прям на руки подхватит и понесет, побежит прям с вами, побежит именно к вашей цели. Мне идет, что помощь придет оттуда, откуда и не ждете, и не надеетесь, и не просили, и не мечтали. Ну, вплоть до того, что какой-то прям совершенно даже сторонний, незнакомый человек, узнав о вас, узнав о вашем тяжелом, шатком положении, вот прям подхватит и вас на руках понесет. Либо человек, который никак не показывал своего интереса к вам, своей заинтересованности, либо желания помочь. Да? Вот как не сможет остаться равнодушным, вот как вдохновит судьба этого человека, ну либо подтолкнет, да, отдаст команду, да, бегом схватил и беги, да, вот какой-то такой момент. Если честно, вы даже немножко напугаетесь, настолько это резко произойдет, настолько вот безнадежное положение, и тут вас подхватывают и с вами бегут, да, причем к вашей цели, к вашему достижению, да, а у вас сил уже практически нет бороться, там, на последнем дыхании, да, вы продолжаете свою борьбу. Нет, вы точно не проиграете. И нет, вы руки не опустите. И этот мощный человек, вас подхватив, все для вас сделает. Да, придет помощь оттуда, откуда не ждете. И это может касаться чего угодно. Вы у меня все разные, отсыпка общая. И это предсказание, оно справедливо как для мужчин, так и для женщин. Вас подхватят, вас и понесут, и донесут, и даже, можно сказать, что для вас все сделают. Очень крутой знак. Тьфу-тьфу-тьфу. Воистину, да будет так, так и будет. Нет, вы своего не упустите. Судьба не даст вам упустить. Нет. Еще, мои хорошие, здесь будет восстановление отношений. Здесь какой-то треугольник. Ну, либо очень много ревности, может быть, какое-то третье лицо вмешивается в отношения. У вас сейчас такая позиция, что все, мне все надоело, я терпеть этого не буду. Все, идите лесом, да? Идите лесом, оставьте меня в покое. Да, 3 человека, мужчина посредине стоит, 2 женщины по бокам. Причем вы вот так, руки в боки, да, вы так уже развернулись. А другая женщина, наоборот, мужчину к себе тянет. Вы знаете, как бы сейчас все не выглядело, но все закончится тем, что вы будете парой. Причем парой очень счастливой. Мужчина вас не отпустит, не упустит. И вот в момент, когда вы отвернетесь, я так понимаю, что он сделает выбор в вашу сторону. Либо будет все по-вашему. А той другой женщине, ну вот ей как обломится. Ну, а как сказать? Вот тянет она руки, не тянет она руки, как бы это уже не важно. Мужчина любит вас, мужчина выбирает вас, мужчина захочет быть с вами. И вас в этом убедит, да, что вы нужны друг другу, что вы должны быть вместе. Сейчас все выглядит как пауза, остановка, момент разрыва. Но нет, вы будете вместе. Вам суждено быть вместе.
несмотря ни на что. Ни на соперниц, ни на там ревнивых родственников, ни на тех, кто вмешивается, там бывшая может вмешиваться. Вы нет, вы будете вместе. И разрыва точно не будет. Вот вы вместе. Очень красивая, кстати, вы пара. Вот вам по судьбе быть вместе. И еще, мои хорошие. Вот здесь мне показывают человека, который жонглирует. Жонглирует чем-то, что похоже на рыбу. Я, конечно, понимаю головой, что рыбой жонглировать, наверное, как-то неудобно, да? Неудобно, некомфортно и вообще, да, что-то совсем странное. Ну, рыба – это деньги. Это именно деньги, это ресурсы. Еще любовь может отыграться, рыбой показано. Но вот, что бы это ни было, вы очень удачно этим жонглируете. И здесь даже такой вот как намек, что вы перехитрите ситуацию, в которой окажетесь, либо каких-то людей перехитрите. Вот что-то вы такое придумаете, что до вас никто вот не мог придумать, да? Люди вообще об этом не думали. Вы как первопроходец, вы как уникум, вы человек, который ломает шаблоны, да? Перекраивает стандарты. До вас никто этого не делал. После вас, возможно, будут люди это делать. Вот как что-то такое гениальное придумаете, все будут ходить, охать, ахать, вы сами от себя будете просто в шоке. Как я могла, либо как я смог это придумать, да? Сами себе не сможете объяснить. Ну, что бы это ни было, вы вообще молодец. Аплодирую стоя. Браво вам, мои хорошие, браво. Вот прям говорят же, нет безвыходных ситуаций. Вот это прям про вас. Вдохновите своим примером огромное количество людей. Возможно, про вас даже в газетах напишут, либо репортаж где-нибудь на телевидении пройдет. Ну, уникально, гениально, без слов, просто один восторг идет. Но многое о себе не знаете, о своих талантах и способностях. Дальше, мои хорошие, показано, что вы из кого-то прям веревки будете вить. Ну, либо запряжете кого-то, либо веревки будете вить. Человек очень, кстати, такой своенравный, горделивый. И такой, знаете, вот характер такой отвратительный. Там может нагрубить, нахамить, да, вот что-то такое мне идет. И вот вижу, что с этого человека вы будете веревки вить. У вас какой-то особый подход, либо вы поймете, как нужно обращаться с этим человеком, да, как мотивировать, как воспитывать. Будете вить веревки, много веревок совьете, сразу говорю. Сразу. Сейчас это кажется невозможным, либо настолько вот сложно с этим человеком, что уж прям совсем не хочется ни видеть, ни слышать. Но у вас получится вить веревки из этого человека, добиться не только того, чего вы хотите, но еще и там дополнительные какие-то бонусы получить. Замечательный знак. Вот здесь показано, что вам будут работу предлагать. С одной стороны, вам вроде как работу предлагают, а с другой стороны, вас пытаются удержать. Я так понимаю, что будет рост, либо вы перейдете на новую работу, либо вам на вашей настоящей текущей работе, лишь бы вас не отпустить, да, могут и зарплату поднять, и условия улучшить, и, опять же, по должности вас продвинуть. Как трясется, то ли начальник, то ли кто-то вот из руководства будет трястись, что вы уйдете, да, уйдете в другую организацию, уйдете к конкурентам. В общем, тут такие вам пакеты будут предлагать, что у вас голова аж закружится. Вот. Ну а если мы говорим о предложении новой работы, то работа очень даже неплохая. То есть у вас как все козыря в рукавах будут. Да? Вот придете к начальнику с заявлением по собственному желанию, он там ахнет, понимаете, под ним мокро станет, скажет: как так, куда ты уходишь, не уходи, останься с нами, ты нам нужна, либо ты нам нужен. Вот что ты хочешь, зарплату хочешь, на тебе, отпуск хочешь, на тебе, премию, на тебе, хочешь по должности, на тебе, да, только останься с нами. Вот, ну и там уже вы будете козырять и выбирать, что для вас лучше. Если начальник плохо себя вел, не уважал, не ценил, вы так: а я ухожу, да, все, надоели вы мне все. А если все-таки работа вам нравилась, и коллектив хороший, и там предложение шикарное, да, как в попытке вас остановить, то
возможно, вы все и сразу получите. Мужчина и женщина одинаково. Вас как перетягивают на работе. С одной стороны, ваш настоящий руководитель, да, работодатель, а с другой стороны, как будто бы другая какая-то организация, либо другой человек, который бы хотел, чтобы вы у него работали, ну, либо у нее работали. Прям в очень выгодном положении окажетесь. В очень выгодном. Смотрите, там не продешевите, выбирайте для себя лучшее. Такие шансы, такие повороты крайне редко случаются. Так, еще люди, с кем у вас сейчас нет общения. Ну, вы знакомы, но вы не общаетесь. А может быть, даже это ваши родственники. И вроде вы родственники, но как-то вы не сильно друг к другу тянетесь, и общения между вами нет. Я вижу, что между вами вырастет тройка. Что-то вас объединит, сблизит. Здесь не просто про межродственные связи, да? Здесь про дружбу, здесь про взаимовыручку, взаимопомощь, даже какое-то проникновение, участие в судьбах, в жизнях друг друга. Да? Огромная тройка вырастет. И вы от этой тройки выиграете, да, потому что тройка на правой стороне выходит. Правая сторона – это ваша, это то, что хорошо для вас, то, что для вас очень полезно. Да? Тройка растет, и она прям не останавливается в своем росте. То есть либо восстановите общение, дружбу с родственниками, либо с людьми, с которыми сейчас не контактируете. Да? Прям очень подружитесь, и все у вас будет замечательно. Тройка вырастет, точно вырастет. Так, какое-то здание, помещение, паук. Здесь как паука какого-то поймают. Паук в большом высоком здании сидит. И с этим пауком что-то будет происходить. Вот как уберут этого паука. Не будет больше плести паутины, будет больше вредить людям. И от этого события очень много людей лучше жить станут. Может быть, это какой-то чиновник, а может быть, это кто-то в семье, да, такой вот родственник подленький, который на всех давил, влиял, всех друг другом ссорил. Может быть, это руководитель на работе, который бестолковый, да, ни дело свое не делал, ни сотрудникам жить не давал. Вот мне идет, что этого паука куда-то вот прям уберут, прихлопнут, уберут. И вам, и другим людям прям лучше жить станет. Вот как-то веселее, радостней, спокойней. Да, паук в здании в каком-то находится. Либо какое-то большое здание высокое, либо дом такой, может, там двухэтажный, трехэтажный, да. И вот там паук сидит. Не будет этого паука. Прихлопнут, закроют, уберут. У кого как отыграется. Очень неожиданное, но очень приятное событие. Так, еще. Вот здесь показано, что за женщиной мужчина станет ухаживать. Ну, такой неплохой мужчина. Неказистый на лицо, но при этом с большим и добрым сердцем. И знаете, девушки, женщины, если вы не хотите этого мужчину в качестве там, мужа либо любовника, то ничего плохого не случится. Я вижу, что у вас как две дороги с этим мужчиной. По одной дороге вы можете идти быть парой, а по другой дороге вы можете быть друзьями. Это важно. Смотрите, вы не должны бояться этого мужчину, вы не должны избегать этого мужчину. Этот мужчина очень многое может для вас сделать и очень многим сможет вам помочь. Еще здесь показано, что у него какой-то очень положительный, спокойный характер. То есть он не из обидчивых, мстить не будет, там, на принципы не пойдет. То есть он вам предлагает свою любовь, и вы такая, давай лучше дружить. И он такой, хорошо, дружить так дружить, да. То есть нету у него агрессии, он не эгоистичный человек. Вижу, что не зря вы с этим человеком сойдетесь, и вы на него опираться будете. Вот в прямом смысле слова. Он станет вашей опорой, либо будет вашей опорой. Да. Вы, скорее всего, уже знакомы с этим мужчиной, но у вас отношения только лишь начинаются, либо знакомство только лишь недавно произошло. Слушайте, он надолго войдет в вашу жизнь. Надолго, если, конечно, вы позволите. Еще раз говорю, не бойтесь его. Если он вам не по вкусу, не по нраву, не ваше, не лежит душа, тогда дружите с ним. Дружите, общайтесь, дружите, и тоже все будет хорошо. Дальше какие-то бумаги показаны.
Причем так показано, что вы рассчитывали на что-то меньшее, а получите что-то большее. Бумаги, которые дают вам право на что-то, право, да, вы имеете право. Право, я не знаю, на доход, возможность что-то иметь, управлять чем-то, жить, да, право жить где-то. Может быть, вы там рассчитывали, что вам на год дадут документ, а вам его раз там и на 3 года дали. И вы такая, ничего себе, интересно. Какие-то бумаги, которые вас порадуют. И знаете, еще так показано, что это какая-то исключительность. Именно у вас это произойдет. То есть у других не произойдет, а у вас произойдет. Может быть, это ошибка, но ошибка в вашу сторону, да, плюсом к вам повернется. В общем, получите и тихо там себе порадуйтесь, поменьше об этом говорите, чтобы вам не завидовали и чтобы там не было каких-то проверок. Но бумага классная, вот она прям ценная, и она плюсом к вам идет. Вот как большее что-то вам позволяет, либо большее дает. Может быть, какие-то бумаги вам быстро удастся получить. Быстро, да. Если люди там ждут месяцами, годами, то вам прям как-то быстро за несколько дней выдадут. Но это что-то приятное и то, что действительно вам прям как счастливый случай идет. Так, еще судьба вам какой-то запрет готовит. Запрет. Что-то вам будет запрещено, либо что-то вам не дастся. Но это что-то, что может вас погубить, либо что-то может вам навредить. Допустим, вам нравится мужчина, да, если вы женщина, вам нравится мужчина, ну, либо если вы мужчина, нравится женщина. И этот человек, он нехороший человек, да, нехороший, во всех смыслах слова нехороший. Но вам это не видно, да, на поверхности, как на лбу же не написано, что человек там сволочь, либо что человек маньяк, да, дурак, агрессивный, либо с преступными наклонностями, да, не написано. Вам судьба не даст быть вместе с этим человеком, не даст возможности общаться. То же самое, вы хотите, допустим, куда-то съездить, а дорога там очень неблагополучная, опасная, еще не дай бог с какими-то там негативными последствиями. Вам не дадут туда поехать. Вот просто будут такие блоки, что не пройдешь, не проедешь. Да, может быть, вы будете расстроены, может быть, вы этого сразу не поймете, огорчены будете, но со временем вам откроется какая-то информация. И вы поймете, что слава Богу, что отвели этого человека от меня. Слава Богу, что мне не удалось туда поехать. Да? Какие-то такие мне идут ассоциации. Судьба ставит блок, запрет, огромный камень. Но именно на пути к тому, что для вас чревато, что для вас опасно, что для вас вредоносно. Вот как защищает вас, защищает. Вот, так что будьте посправедливее к судьбе и не обижайтесь. Не обижайтесь, судьба знает, что делает. Судьба, кстати, на вашей стороне. Можно даже смело сказать, что вы любимица, либо любимец судьбы. Да, не всегда вы это ощущаете, но нам в наших человеческих телах, при наших человеческих жизнях многое непонятно. Либо становится понятно только лишь со временем. Так, мои хорошие, на этом у меня все. У меня свеча потухла. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.